Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы и делимся полезной информацией. В рамках проекта «Народный бюджет» в Усть-Цильме к новому учебному году отремонтировали фойе школы имени Бабикова. В образовательном учреждении выполнили сплошное выравнивание штукатурки стен, окрасили водоэмульсионной краской стены и радиаторы отопления, сделали ниши и перегородки из огнестойкого гипсокартона. Заменили старое деревянное окно на окно из ПВХ. Изготовили стенд из хромированных труб, а также заменили радиаторы отопления и выключатели. Наверняка в такой атмосфере, обстановке учиться и учить теперь станет еще приятнее. Движемся дальше по новостям. В Сыктывдинском районе служебная собака помогла задержать дачного вора-рецидивиста. В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в его дачный дом пытался проникнуть неизвестный. На место выехал кинолог со служебной собакой. Четвероногий страж порядка вывел правоохранителей через калитку и прошел порядка 500 метров по дороге, после чего резко свернул в сторону хозяйственных построек и остановился возле одного из строений. Там-то внутри сарая полицейские обнаружили подозреваемого. Ну и в Сыктывкаре открыли еще 3 офиса МФЦ. Теперь их 13 в столице Коми. Центры «Мои документы» предоставляют порядка 200 государственных и муниципальных услуг. По данным статистики, наиболее популярными в Сыктывкаре являются услуги управления Росреестра и МВД по Коми. Среди них госрегистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставление сведений из Госкадастра недвижимости и единого госреестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оформление паспорта гражданина Российской Федерации и загранпаспорта. Центры и офисы «Мои документы» имеются в каждом муниципалитете региона. Строить и открывать их начали в 2012 году. После ребрендинга их стали называть офисами «Мои документы». Очень, кстати, удобно. И ура! Сегодня в Сыктывкаре стартует отопительный сезон. Кстати, это относится к Кэжинскому району. Ранее все социальные объекты в столице уже подключили к отоплению. В прошлом году, кстати, отопление в социальных объектах города и в некоторых домах столицы уже появилось 29 августа. Завершился прошлый отопительный сезон 6 июня. Ну что ж, все мы ждем тепла хотя бы в батареях. У себя дома, может быть, и осень нам подарит еще теплые деньки. Надеемся на это. Ну а теперь к основной теме. Сегодня Всероссийский день трезвости. Он учрежден в 1913 году. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни. И сегодня мы поговорим о том, как День трезвости проходит в современной России и в нашей республике в частности. Наш телефон 46 90 60, и я представляю вам с удовольствием наших гостей из Коми республиканского наркологического диспансера. Это Анна Андреевна Елькина. Анна Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. И Борис Федорович Тюрнин, нарколог. Добрый день. Здравствуйте. Борис Федорович, вот к вам обоим вопрос. Насколько, на ваш взгляд, актуальна проблема алкоголизации, алкоголизма у нас в республике? Периодически появляется сообщение, что якобы мы относимся к самым пьющим регионам, или это все-таки не так? Вот с вашей стороны, Борис Федорович, что можете сказать? Ну, я скажу так, что мы особо, имеется в виду, не относимся к пьющему региону, потому что пьют везде, абсолютно везде, во всей Российской Федерации, значит, поэтому к пьющему региону мы не относимся. Есть республиканская наркологическая служба, которая контролирует данную ситуацию по алкоголизму, по наркоманиям, по токсикоманиям, по подростковой наркологической службе. Значит, по подросткам у нас даже на учете практически по республике никто не состоит. Передавать, скажем, с подростковой службы во взрослую у нас нечего. А взрослая наркологическая служба у нас, значит, практически имеет такие же показатели, как и Российская Федерация. Разница очень небольшая. То есть, получается, нельзя утверждать, что мы пьющий регион? Да, как обычные люди, как везде пьют, значит, пьют в основном из-за безработицы, потому что не могут трудоустроиться, из-за семейных неурядиц, из-за потери интереса к жизненным вопросам. Очень большое количество, значит, пьющих людей, очень много молодежи, имеется в виду, в возрасте от 25 до 45 лет. То есть это самый такой возраст, да? Да, самый такой возраст, который имеется в виду. Сейчас же очень сложно трудоустроиться, скажем. Платят мало,
трудоустроиться сложно, очень сложно трудоустроиться. И вот люди спиваются, практически заглушают свои неприятности, которые они имеют. Имеется алкоголизация. Алкоголизация отодвигает, имеется в виду, на определенный срок вот все эти проблемы. Но дело в том, что каждый человек должен знать, что алкоголизация приводит сперва к пагубному воздействию на организм с вредными последствиями. Ну, вредные последствия какие? Судороги, значит, и полиневропатии, значит, энцефалопатии. Это уже медицинские термины. А потом это переходит, имеется в виду, в алкогольную зависимость. То есть сперва обсессия, а потом компульсивное влечение. Обсессия – это при мысли о том, что, значит, я выпью, станет легче. Это психическая зависимость. А компульсивное влечение – это уже неудержимое влечение, когда, значит, производная алкоголя, ацетальдегид, уксусная кислота вошли в обменные процессы клеточного и начинает травить организм. Соответственно, и разрушать организм. То есть разрушается мыслительная система, разрушаются соматические органы, то есть сердце, печень, почки, селезенка, практически все разрушается. Вот. И человек вот в наркологию приходит, говорит, я сам пришел. Значит, были такие бывают люди? Да. Основная масса говорит, что я сам пришел и сам буду лечиться. А я им говорю, вы не сами пришли, жизнь заставила. Ваши проблемы и жизненная ситуация заставляет вас идти в наркологию. Потому что сам человек очень сложно идет в наркологическую службу. У нас есть определенные ограничительные мероприятия, которые возведены в ранг, так сказать, ограничительных мероприятий после прохождения лечения в наркологическом отделении или после встатия на учет в республиканский наркологический диспансер. Значит, ограничения довольно серьезные. И, значит, после пребывания в наркологическом отделении, к примеру, вот самые, вы любите примеры, значит, водитель не может управлять автотранспортом, потому что нет допуска до управления автотранспортом. Газоэлектросварщик не может заниматься своим, значит, сварочными работами, потому что не теряет квалификацию, но, значит, есть ограничения возле воды, возле, значит, движущихся предметов, возле огня. Люди такие не могут работать, потому что у них усиливается судорожная настроенность коры головного мозга, и они теряют сознание, развивается эпилептический припадок, к примеру, и он может, имеется в виду, попасть под электроток, значит, в общем, утонуть в воде, да, и имеется в виду управлять автотранспортом неадекватно. Вот такие примерно ситуации. И за всем этим должна контролировать и следить наша наркологическая служба. Вместе, конечно, с общей терапевтической службой. Совместно все это проводится. Мне подсказывают, что у нас есть звонок. Добрый день. Алло. Алло, добрый день. Слушаю вас, говорите. А вот у меня следующий вопрос. Дело в том, что чтобы расслабиться, вот пиво привык употреблять по вечерам. Сейчас вот на крепкое уже перешел. А это ведь не совсем такой серьезный алкоголизм. Ведь немцы употребляют, и для здоровья может быть что-то полезное, там, витамины. Разве нет? Спасибо, спасибо. Ну да, вот. Значит, по пиву. Значит, нельзя себя утешать, что пиво не является алкоголем. Пиво настоящий алкоголь. Там проценты до 3, до 6, до 12%. Значит, любой вид алкогольных напитков разрушает организм. Значит, люди не замечают. Сперва идет разрушение в психической сфере деятельности. Что входит в понятие психическую сферу деятельности? Сознание, мышление, память, эмоционально-волевая сфера, критическая оценка собственного поведения. Вот все это потихоньку разрушается, незаметно для человека. Значит, дефект в эмоциональной волевой сфере, он не может отказаться. Значит, снижение памяти, он теряет работу, потому что снижение критической оценки собственного поведения и собственного состояния, он теряет свою семью, и вообще очень много вопросов, которые возникают у него.
Так что пиво является, значит, слабым алкогольным напитком. И пиво разрушает организм ровно так же, как разрушает, имеется в виду, водка. Только процесс, имеется в виду, может, имеется разрушение психической сферы и соматической сферы, может быть, и может идти длиннее. Но, есть одно но. Имеется, пиво используется в объемах, в больших объемах. Пиво сперва, значит, 0,5, потом 1,5, потом 3. Каждый потом, раз увеличивается да, доза. потом доза, толерантность увеличится до 8 литров. А это, вот попробуйте, пускай обработает печень 8 литров, скажем, 5-8 литров пива в день. Это плохо. Это, значит, печеночные клетки разрастаются соединительной тканью, развивается стеатоз, гепатоз и цирроз. Имеется в виду, все, практически человек, имеется в виду, очистительные, значит, функции печень перестает выполнять. Вот вам по пиву. Есть еще у нас звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Вот у меня вопросик к гостям. Вот у меня с братом двоюродным все время спорный вопрос. Он вот пьет 2 недели, потом он, как он говорит, отходники ловлю неделю, потом он может не пить. Год, месяцев 8 он не пьет. Я ему говорю, иди, вот лечиться тебе надо. Он говорит, это не алкоголизм. Вот объясните, это алкоголизм у него или что это у него? Спасибо. Спасибо. Анна Андреевна, вот это здесь, наверное, психологический какой-то момент тоже есть, да? Вот в этом? Нет, я думаю, Борис Федорович ответит. Я хочу сказать, значит, начинается потребление вино-водочных изделий, сначала это 2-3 дня, имеется в виду. Потом недели и месяцы могут не потреблять. Потом это переходит до недельного, имеется потребление, ежедневное потребление. Вот и как сказала у нас... Телезрительница. А? Как? Телезрительница. Телезрительница, да. Значит, человек доходит до запойного состояния. Запои бывает 2-3 дня, запои бывает по неделям, запои бывает по месяцам. Это постепенно растет, да. И бывает постоянная форма алкоголизации. То есть человек пьет каждый день, он уже не может находиться. А светлые промежутки – это межзапойные состояния. Они могут быть и год, и 2 года, имеется в виду, но он все равно сойдет, потому что у него комфортное состояние в голове осталось. Значит, зависимость психическая, физическая остались, и через определенный период он все равно пойдет в магазин, купит винно-водочные изделия и попадет в запойное состояние. Только эти промежутки будут уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. Значит, данное состояние, вот как спрашивает телезрительница, значит, его знакомый или брат дошли уже, значит, до физической зависимости, то есть компульсивного влечения, и утратили, значит, защитные свойства своего организма. Такому человеку обязательно надо проходить противоалкогольное лечение. Так что, иначе, да, он... Так что, уважаемые телезрители, да, постарайтесь, чтобы ваш брат обязательно пролечился. Ну вот очень много, точнее часто довольно говорят по телевизору о том, что у нас в России есть разные православные общины, где с помощью, в том числе и веры, помогают людям, так сказать, жить без стакана. И я знаю, что вот приходят и в наркодиспансер тоже люди от церкви. Вот у нас на связи сейчас как раз человек, который тоже довольно много работы проводит в этом направлении, архимандрит Филипп. Отец Филипп, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Всех с праздником. Всех с праздником поздравляю, с Днем трезвости. Спасибо. И Днем Иоанна Предтечи. Скажите, пожалуйста, как часто вот, приходят батюшки в наркодиспансеры или вообще общаются с людьми, которые зависимы от алкоголя? Ну, больше, конечно, приходят к нам в храмы. Обращаются в храмы, и приходят люди созависимые, то есть родственники тех, кто страдает пьянством и алкоголизмом. И, конечно, в этом мы помогаем. Во-первых, это, конечно, молитвенная поддержка. Во-вторых, мы сотрудничаем со многими общественными организациями, анонимные алкоголики, в обществе созависимых. И также недавно мы стали сотрудничать с реабилитационным центром «Ключи», с которыми мы проводим встречи.
приходят к нам представители общественной организации «Приходы». И, знаете, это очень помогает родственникам, ну и, конечно, людям помогает обрести надежду, избавиться от этого заболевания, потому что оно имеет как духовные, конечно, так и физические корни. Ну, вот также в епархии есть общество трезвости, и многие приходы просто объявили уже себя приходами трезвости, и ведем в этом плане тоже большую работу. Ну и, конечно, монастыри нашей епархии, которые принимают людей, страдающих этим недугом. То есть можно обратиться, да? Вот результаты. можно... Да, конечно, можно обращаться в епархию и общество трезвости, которое возглавляет наш отец Александр Митрофанов. Я думаю, что найдут понимание, и мы окажем поддержку. Ну что ж, мы желаем вам удачи в вашей деятельности совместно с другими организациями. Спасибо большое. Спасибо. Итак, друзья, мы продолжаем говорить сегодня Всероссийский день трезвости, продолжаем говорить о борьбе с алкоголем. У нас в студии сегодня психолог и нарколог. Если у вас есть вопросы, можете их задавать. 46 90 60. Анна Андреевна, я знаю, что вы сотрудничаете, да, с обществом анонимных алкоголиков. Как давно это сотрудничество началось и с какой стороны вы как психолог им помогаете? Ну, сотрудничество с обществом анонимных алкоголиков началось с момента его организации, да, то есть это общество у нас возникло в 2004 году, вот, и уже в этом году они отметили свое 13-летие, 13-й день рождения. И, в общем, все эти годы активное сотрудничество с наркологией началось и продолжается. На сегодняшний день они приходят к нам, то есть они у нас проводят свои собрания, ну, на территории наркологических диспансеров, наркологических отделений. Это принято вообще повсеместно в России и в мире, да, то есть наркология предоставляет помещения для работы, для проведения собраний анонимных алкоголиков. У нас в первом отделении в Затоне дважды в неделю проходит собрание анонимных алкоголиков. Ну и если больные хотят, они могут принять участие в работе, послушать живые истории тех, кто сумел отказаться от, так сказать, от бутылки, стать трезвым. И, значит, также посещают они у нас и дневной стационар анонимные алкоголики. Как люди, как больные реагируют, пациенты? Пациенты, конечно, реагируют по-разному, потому что человеку очень трудно сразу обрести критичность, осознать наличие своего заболевания. Даже те, которые сейчас состоят в группе анонимных алкоголиков, они вспоминают то время, когда лежали у нас, и когда они тоже как-то не воспринимали вот эти идеи трезвости. Вот. И на самом деле у нас есть больные, которые по 35-36 раз лежали в отделении. И самое интересное, что среди них есть те, которые пришли на группу анонимных алкоголиков, бросили пить в возрасте, ну, чуть-чуть больше 40 лет, и благодаря тому, что они постоянно лечились, оказалось, что соматически они здоровы, и, так сказать, идеи трезвости есть, куда им уложиться, да, вот. И действительно, надеюсь, что они и проживут долгую счастливую жизнь, как я говорю, не менее 90 лет, вот. И таким образом общество анонимных алкоголиков – это вообще такая своеобразная, очень интересная организация. Это организация, которая, во-первых, она основана на взаимопомощи. То есть можно обратиться, человек может туда обратиться? Любой да? человек может обратиться. Главное, чтобы у него была проблема, ну, поскольку они работают над помощью алкоголикам, это проблема алкоголизма. Ну, есть у нас группы, например, анонимных наркоманов, значит, с проблемой наркомании. Есть у нас группы созависимых, значит, с проблемами созависимости, наличия в семье больных алкоголизмом, наркоманией. У нас есть даже такие группы, которые называются, ну, ВДА, взрослые дети алкоголиков, да, то есть это те, которые сейчас взрослые, но выросли в семьях алкоголиков, и они до сих пор испытывают определенные психологические проблемы, да, и которые на этой группе, да, можно, так сказать, проработать и от них избавиться, ну, стать выздоравливающими. Вот, потому что анонимные алкоголики, они очень четко говорят, мы можем стать выздоравливающими алкоголиками, да, вот, но никогда не говорят о полном выздоровлении. Почему? Потому что и соматически человек уже после первой рюмки, если он запойный алкоголик, после первой рюмки обычно развивается запой, вот, и изменить это уже невозможно, защитные силы организма уже не работают. Вот. То есть в любой момент трезвым человек может быть,
полностью поправиться, то есть быть независимым, умеренно потреблять алкоголь, этого уже, к сожалению, не случится. Вот. Но, тем не менее, это очень важно, что люди проживают долгую счастливую жизнь, приспосабливаются жить с этой болезнью и способны сохранять длительную трезвость. Есть у нас телефонный звонок, мне подсказывают. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, а у меня вот такой вопрос. А бывает, вот врачи рекомендуют 50 грамм коньячку, вина. Не вызовет ли это привыкание? Спасибо. Так, это вопрос, как всегда, наверное, больше медицинский, чем психологический. Да? Но, с другой стороны, привыкание, поскольку у нас алкоголь является психоактивным веществом, конечно же, оно развивается. Алкоголизм, если он развивается, может развиться у любого человека, независимо от уровня его образования, независимо от наличия занятости, хорошей работы, карьерных успехов и так далее. Вот, то есть развивается привыкание к психоактивному веществу. Вот, а обратной дороги нет. Да? То есть привыкание, если разобьется, даже психическое влечение к алкоголю, ну, иногда так говорят, первая стадия алкоголизма, да, с обсессивным лечением или психическим лечением к алкоголю. Вот. Даже в этом случае выход только единственный – прекратить употреблять алкоголь вообще. Потому что если ты потребляешь, ты переходишь медленно, наверное, во вторую стадию алкоголизма, то есть запойную стадию, вот, а потом уже и к третьей стадии, когда произойдет разрушение всех органов и систем, и даже если ты на третьей стадии бросишь пить, то спрашивается, насколько счастливо ты сможешь жить. Да? То есть надо отказываться от алкоголя в принципе, да, чтобы… В принципе, как можно раньше. То есть надо иметь, конечно, такую установку на трезвость, наверное, ну, с начала своей жизни, потому что и родители, мне кажется, и учителя, все наши близкие говорят, нельзя злоупотреблять, защити себя от этого, не потребляй много, но, тем не менее, взрослые люди, они теряют страх, да, преодолевают этот запрет и в результате становятся зависимыми. Ну вот, я так понимаю, есть удачные примеры, да, вот из общества анонимных алкоголиков, где люди все-таки нашли. Вот как поймать этот психологический момент, когда надо задуматься, человек должен сам ведь решить, что надо пить, бросить, ведь его никто не может заставить. Нет, на самом деле это формирование установки на трезвость, вот, или когда человек начинает прилагать какие-то усилия к тому, чтобы не пить, да, вот, это довольно сложная работа, ведь лечение алкоголика – это не только пребывание в наркологическом диспансере. Вот. Самым важным является процесс реабилитации, то есть профилактики срыва, значит, стабилизации ремиссии, то есть того периода, когда он не употребляет вообще, будучи даже алкоголиком. Вот. И вот именно в этом процессе лечения, да, огромное значение имеют группы самопомощи, так называемые анонимные алкоголики, группы, которые возникли в 1935 году в Америке, группы, которые возникли из дружбы, так сказать, или встречи двух человек, это Билла Уилсона и Роберта Смита. Вот. Один из них был доктором, второй бывший биржевой маклер. И вот они обнаружили, что помощь другим алкоголикам оказывает, значит, защищает их самих от их зависимости и спасает их от страсти употребления алкоголя. Вот. Таким образом возникли эти группы. То есть, помогая другим, ты помогаешь себе. И вот эти группы первые, возникшие с 1935 года, вот, в 1939 году в этих группах было около 100 человек. Тогда эти группы не имели ни собственного названия, ни собственной структуры, но эти 100 человек свой опыт обобщили в такой книге, которая называется «Анонимные алкоголики». Эта книга и, кроме того, доброжелательное отношение к этому сообществу со стороны, значит, священников, общественных деятелей, врачей позволило этому сообществу стать, ну, завоевать, так сказать, мировое признание. Вот, и с 40-х годов, значит, прошлого века это уже сообщество имеет мировой статус. В нашей стране на сегодняшний день, извините, даже вот по миру где-то 4 миллиона человек лечатся на группах анонимных алкоголиков, ну или проходят реабилитацию. Вот, 110 тысяч групп. Вот. А у нас в Сыктывкаре большая группа? У нас в Сыктывкаре 3 группы, но в России 600 групп, а в мире 180 стран. Вот, в 180 странах эти группы работают.
При этом в ООН у нас 193 страны. Вот. То есть практически везде повсеместно эти группы работают и помогают алкоголикам выздоравливать. И поэтому они приходят в наркологию, потому что при этом они и сами выздоравливают, и у них как бы держатся в ремиссии, да, и помогают другим. Борис Федорович, как вы оцените вот работу таких общественных организаций? Как вообще, насколько важно, что человек, который когда-то сам пил, а потом пришел и сказал, что вот у меня получилось, и пытается помочь другим людям? Ну, общественные организации, они всегда нужны. Они практически самой взаимопомощью занимаются. Значит, в общественные организации, вот в эти общественные организации идут люди после лечения в наркологических диспансерах. После того, как они пообщались, имеется в виду, с этими членами общественной организации. Вот. Ну, как Анна Андреевна сказала, там ведь тоже не стопроцентная гарантия, что в дальнейшем человек будет вести трезвый, здоровый образ жизни. Это стопроцентная гарантия сидит у каждого человека в его голове. Когда он примет твердое решение, это как компьютерная система. Вот, компьютер завис, программиста вызвали, он, имеется в виду, вылечил, компьютер заработал. То же самое у человека. Имеется в виду, у нас мыслительная система, как компьютер. Значит, поработали с ним, хорошо поработали, значит, внушили ему трезвеннические установки, дали необходимые условия, что на этом не все кончено, что нужна поддерживающая терапия в наркологической службе. Да, 3 года он не пьет. Через 3 года он идет, скажем, у нас по республиканскому наркологическому диспансеру на Катаева 3 на комиссию и снимается с учета, и он восстанавливается практически во всех правах, кроме оружия, конечно. Вот такая комиссия ВКК восстанавливает практически во всех правах. Он может работать где хочет. Да. То есть 3 года, да, получилось? 3 года, да. Это по алкоголизму, а по наркомании это 5 лет. По потреблению. Сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу. Друзья, напомню, что мы сегодня говорим про Всероссийский день трезвости. Если у вас есть вопросы нашим гостям, наркологу и психологу, можете дозвониться. А сейчас реклама. Продолжается рабочий полдень, друзья. Ну что ж, снег ожидаем, конечно, но ожидаем мы больше всего, конечно, тепла в наших домах, потому что, честно говоря, уже прохладно давно в помещениях в жилых. Ну так, продолжаем. Всероссийский день трезвости 46 90 60. Борис Федорович, а вот раньше, ну и Анна Андреевна тоже помнит, в советское время были принудительные, да, принудительно лечили от алкоголизма. Насколько вот это эффективно? Значит, да, раньше были лечебно-трудовые профилактории, принудительное противоалкогольное лечение. Значит, раз супруга, муж пьет, супруга идет к участковому, пишет заявление, его приводят на наркологическую экспертизу и определяет лечебно-трудовой профилактории. Значит, судья определяет срок от 6 месяцев до 2 лет. Это довольно, значит, такое мероприятие, которое было довольно, я считаю, вот, пройдя через эти, работая в лечебно-трудовом профилактории, подрабатывая, что это довольно хорошее мероприятие и довольно хорошая инициатива была по принудительному лечению, значит, лиц пьющих и не подчиняющихся, и не работающих. Потому что в ЛТП они работали, значит, чисто жили, значит, вовремя кушали, значит, зарабатывали деньги, и перечисления шли, имеется в виду, даже супруга получала денежные начеты, которые он зарабатывал. Но и в ЛТП срывы были. Значит, в ЛТП после того, как приводят, значит, специальная медицинская служба и режимная служба осматривали тех, которые проходили, и те, которые нарушали режим, попадали в штрафной изолятор. После штрафного изолятора их переводили, имеется в медчасть, и в медчасти они где, значит, купировали срывы те, которые были. Я считаю, что лечебно-трудовой профилакторий, который был в советский период, это имел очень положительное мероприятие. Дело в том, что пьющий человек попадал в такие условия, где
как в армии, соблюдался определенный режим, чистота, аккуратность и заработка. А дома он, значит, жил как хотел, не работал, имеется, шантажировал жену и детей, даже бил, колотил. Вот это было 100% практика это хорошая, да? Вы бы не против были, если вернули такое? Да. Я считаю, что лечебно-трудовой... Но дело в том, что сейчас, если раньше в наркологических учреждениях все работали, даже в банальном наркологическом учреждении республиканского наркологического диспансера номер 1 было 5 бригад, которые работали в Ремстрое, Сельстрое, имеется, значит, в столовых, значит, 40% шло на спецсчет больницы, а 60% они зарабатывали. Значит, 3 дня они, имеется в виду, купировали свои состояния. Вот. Потом доктор оценивал, может он работать или не может, и определяли бригаду. Были трудотерапевты, которые, имеется в виду, контролировали вот этот весь ход работы на промышленных предприятиях. А сейчас они лежат, от безделия маются, имеется в виду, в наркологическом отделении до 21 дня. Вот представьте, за 21 день можно неплохо потрудиться. Да, за 21 дней государство их кормит, питает, и попробуй заставить их потрудиться, могут написать на тебя жалобу. Ну, а, соответственно, администрация жалоб со стороны больных к нам не должно быть. И как врач, заведующий, приходится подчиняться своей администрации непосредственно. Я считаю, что этот опыт по лечебно-трудовым профилакториям был очень положительный в Советском Союзе. Хорошо, есть у нас телефонный звоночек. Добрый день. Добрый день. Слушай. Я вот хотел узнать, является ли жестким алкоголизмом, если я выпиваю в конце недели, на выходных вот своих? Спасибо. Ну вот человек только на выходных. Вот с точки зрения психологии, Анна Андреевна, что Конечно, алкоголизм формируется, зависимость формируется. Вот. И человек начинает с того, что он употребляет, допустим, 1 раз в неделю на выходных. Да? Допустим, 1 день он выпивает, сначала небольшими дозами, потом увеличивается частота употребления, ну, допустим, 2 дня, пятницу и субботу. Вот. И постепенно растет толерантность, переносимость алкоголя, да? То есть он начал, может быть, там с 200 грамм крепкого алкоголя, потом это переходит в большие дозы, там 300-400 грамм, и фактически привыкание, возникает уже привыкание, соответственно, за 1-2 дня, ну, так называемые псевдозапои, да, еще не настоящие запои, но тем не менее постепенно бывает, что уже по утрам тяжелое состояние, вот, и человек выпивает 3-й день, и уже 3 дня это уже постепенно запой, да. Зависимость. Запой и зависимость. В любом случае. Физическая зависимость. Частое потребление спиртных напитков приводит к запою и к зависимости. Анна Андреевна, вот мы в начале программы говорили, ну это тоже уже мнение такое устоявшееся, что действительно запивают проблемы люди, да, то есть, может быть, вместо того, чтобы покупать бутылку, надо сходить к психологу, может быть, или может что-то стоит нам поменять в своем менталитете или нет? Дело в том, что употребление алкоголя – это очень легкий способ снятия, ну, психического дискомфорта. Да? Ты выпил, и все, тебя расслабило, у тебя повысилось настроение, да? Ты снова посмотрел вокруг себя и увидел, что все люди тебе друзья. Розовые да? очки появились. С любым человеком можно пообщаться. Ты забыл о тех проблемах, которые тебя одолевают и которые там об усталости. Все это проходит. То есть алкоголь – это волшебное вещество. Вот. Поэтому действительно человек не может не находиться в стрессе на сегодняшний день. И, наверное, надо применять разные методы для того, чтобы снять этот стресс. Может быть, посетить психолога, да, может быть, ну, не знаю, там побольше заниматься каким-то спортом, да, вот. Спорт ведь тоже хорошо снимает стресс. Быть на природе, да. Может быть, подключить еще какие-то свои собственные ресурсы, вот, чем ты владеешь как взрослый человек. Вот. То есть алкоголь – это легкий способ, но очень опасный. Есть у нас телефонный звонок. Добрый день. Алло. Алло, мы вас слушаем. Алло. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. День добрый, у меня вопрос по сыну, 40 лет. Мы прошли 2 командировки в Питере, в Москве. Потом сшивали ампулу, но толку нет, пьет.
Куда нам еще обратиться? Спасибо. Вот такие тоже довольно распространенные способы лечения. Да. Куда? Значит, кодировка и внутримышечная имплантация препарата «Эспираль» – это не стопроцентная панацея. Значит, предполагается длительное противоалкогольное лечение в условиях наркологического диспансера. В любом случае. Значит, проведение детоксикации, проведение восстановительной терапии, проведение витаминотерапии, проведение седативной терапии, проведение гепатотропной терапии, которая восстанавливает функции печени. Значит, кодировка – это дополнительная фиксация противоалкогольного лечения, но это не стопроцентная панацея. Да. Так что необходимо продолжать противоалкогольное лечение длительно. И, значит, работать с психологом, психотерапевтом, с неврологом и с наркологом. Постоянная работа. Получается, лучше обратиться, вот, допустим, в учреждение. Да, это постоянно, да. Это, значит, нарколог, психолог, психотерапевт и, значит, невролог. Это не шарлатаны, это настоящие лечебники с дипломом, которые занимаются непосредственно с лечением, которые прошли, значит, обучение, значит, специальное обучение в институтах усовершенствования врачей. Многократное обучение, и они знают, как, значит, подавить данную проблему, но необходимо работа и со стороны, как со стороны родственников и родителей по конкретному данному человеку. Потому что вот человека засунули в наркологическое отделение, родственники не посещают, забыли, да? Родные не посещают. Он восстановился, домой идет здоровый, бодрый, веселый. А домой пришел, попадает тоже в общество с теми же интересами. Вот, имеется в виду, невозможно сразу отсечь все те проблемы, которые окружают данного пациента. Невозможно отсечь. Значит, врач снимает интоксикацию, абстиненцию, значит, похмельный синдром, подавляет лечение к алкоголю или к наркотическим веществам, значит, восстанавливает все функции неврологические, соматические, психические, значит, органоидные расстройства и, совместно с терапевтом и с неврологом, значит, устраняют. Человек практически с наркологического отделения выходит здоровым. Дальше. Главное не упустить момент. Главное. Не упустить момент и сам себя поддерживать вместе с родственниками. Да, вот тут ровно такая ситуация. Имеется в виду, они думали, что вот вшили спираль. По спирали еще интереснее бывает. Они берут мыло, натирают, имеется в виду это, и спираль по таблеткам вываливается. Вот да. Такие способы. Да. Сейчас давайте в заключение, Анна Андреевна, от вас может быть какой-то такой совет, что ли, как вот завязать с алкоголем? Я бы хотела, во-первых, сказать, да, что многие люди, которые не хотят обращаться в наркологический диспансер, да, и не попасть на учет, они могут напрямую идти, например, на группу анонимных алкоголиков, да, вот. Ну, если в тяжелом состоянии, конечно, интоксикацию надо снять. Если человек в более легком состоянии, у нас очень многие люди, минуя наркологию, идут сразу на анонимных алкоголиков и обретают трезвость. Для того, чтобы найти какие-то координаты этой организации, пожалуйста, вы можете в поисковой строке набрать «Анонимные алкоголики», город Сыктывкар, и там выйдет сайт, и, соответственно, вы найдете там адреса, телефоны, время встреч и так далее. Можно любой человек абсолютно подключиться, да, получается? Да, конечно. Так что, уважаемые телезрители, если есть такая необходимость, то, собственно, пожалуйста, все карты в руки, как говорится. Давайте заниматься чаще спортом и больше общаться с родными. И, конечно же, рассчитывайте на их поддержку в том числе. Спасибо вам большое. Напомню, что в нашей студии сегодня были Анна Елькина, психолог, и Борис Тюринин, нарколог из Коми республиканского наркологического диспансера. Удачи вам в работе, чтобы все пациенты от вас выходили здоровыми и всегда оставались трезвыми. Спасибо вам большое. Всем тоже, спасибо, друзья, до свидания. Увидимся завтра в рабочем полдне на телеканале Юрган ровно в 12:00. Всего хорошего, до свидания.